Здравствуйте! С вами учительница географии общеобразовательной средней школы номер 1 Махмал имени Туту Мойдунова Джалабадской области Тугуstuровского района Мамбеталиева Рада Салиевна. 8 класс. Предмет география. Тема урока: охрана природы и заповедники Кыргызстана. Цель урока: расширить и углубить знания об охране природы, научить различать виды особо охраняемых природных территорий, познакомить с заповедниками Кыргызстана, способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Ребята, я рада видеть ваши улыбки, ваши глаза и, самое главное, ваше желание учиться. Сегодня на уроке мне понадобится ваше внимание и поддержка. Беречь и охранять природу – это значит охранять Родину. Человек, чтобы обеспечить свою жизнь, издревле использовал различные природные ресурсы. Элементы естественных ресурсов в природе – это вода, почва, растения, животные, полезные ископаемые, энергия солнца и ветра, благоприятные климатические условия и другие. Для обеспечения условий жизни человека всегда требуются природные ресурсы. Природные ресурсы подразделяются на две большие группы. Это исчерпаемые и неисчерпаемые. К неисчерпаемым ресурсам относятся энергия солнца и ветра, климат. Исчерпаемые ресурсы, в свою очередь, подразделяются на возобновимые и невозобновимые. Невозобновимые исчерпаемые ресурсы – это полезные ископаемые, а возобновимые – это почва, растительность и животные. Чтобы широко использовать природные ресурсы, надо охранять природу. Охрана природы – это восстановление природы, ее использование, не лишая возможности природы к возобновлению. В последнее время началось изменение в худшую сторону состояния биосферы в целом. Исчезли с лица Земли многие виды животных и растений. Сокращаются площади обрабатываемых земель, вырубаются леса, загрязняется вода и возникают многочисленные экологические проблемы. Основная цель охраны природы – это решение этих проблем на основе научно-технических достижений в пользу человеческого общества. Еще одно значение охраны природы – это защита живописных уголков, уникальных природных объектов от чрезмерного нашествия людей, наносящих вред природе. С целью защиты природы, животных и растений 10 мая 1976 года была образована Красная книга Киргизской ССР. Для сохранения природных территорий и их растительного и животного мира создаются особо охраняемые природные территории. К особо охраняемым природным территориям относятся заповедники, природные парки, заказники, памятники природы. Что такое заповедник? Заповедник – это территория, полностью исключенная из хозяйственного пользования для охраны и изучения природного комплекса в целом. Ребята, давайте мы перечислим государственные природные заповедники и национальные парки Кыргызской Республики. Природные парки: Аларчинский, Кыргызатинский, Карашоро, Бешташ, Чонкемин, Каракол, Салкынтөр, Саймалуташ, Саркент, Карабура, Каначу, Алатай и Хантингри. Заповедники: Исыкульский, Сарчеликский, Бешаральский, Падышатинский, Каратал-Жапырыкский, Сарычат-Ирташский, Кулунатинский и Нарынский заповедник. Исыкульский заповедник организован в 1948 году. Основная цель его организации – это сохранение жизненных условий водоплавающих и обитающих на побережье озера птиц.
Сарычелегский биосферный заповедник организован в 1959 году, создан для сохранения природного комплекса уникальных орехоплодовых лесов и расположен на стыке Чаткальского и Атойнокского хребтов. Бешаральский заповедник организован в 1979 году. Основная его задача – сохранение уникального природного комплекса Чаткальской долины, недопущение исчезновения находящихся под угрозой исчезновения редких животных, особенно сурка Мензбира. Нарынский заповедник организован в 1984 году. Его основная задача – это сохранение жизненных условий представителей крупных млекопитающих, исчезающего эндемика, присущего только территории Кыргызстана – тянь-шанского морала. Кроме основного животного морала охраняются горные козлы, архары, косули. Каратал-Жапарский заповедник организован в 1994 году. Небольшой горно-лесной комплекс, занимающий бассейны рек Каратал и Жапырык, расположенные на одной стороне Нарынской долины, южнее Санколя. Основная цель – сохранение естественного облика природных комплексов, создание условий для развития обитающих там крупных млекопитающих. Сарычат-Эрташский заповедник получил свой статус в 1995 году. Занимает долину между хребтами Тескелату и Ахшиrakским хребтом. Основная задача – сохранение без нарушений в естественном состоянии природных комплексов сортов, обеспечение охраны и исследования популяции архаров, снежного барса, тянь-шанского бурого медведя. Закрепление. Ребята, в тетрадях напишите по методу кластера, что вы поняли по охране природы. Затем, используя буквенные и цифровые обозначения, укажите, какие данные соответствуют каждому из заповедников Кыргызстана. Домашнее задание. Прочитайте параграф 11, 11.3. Перечислите заповедники Кыргызстана и найдите их на карте. Составьте описание особо охраняемых природных территорий нашей республики. Спасибо за внимание. До свидания.